Программа выходит при поддержке областной клинической больницы. Областная клиническая больница. Ваше здоровье – наш престиж. Здравствуйте! В эфире программа «Медикон», в которой мы говорим о самом главном, о нашем здоровье. Меня зовут Елена Карпенко. Сегодня в выпуске мы подробно поговорим о распространенном урологическом заболевании, как мочекаменная болезнь, которая проявляется формированием камней в различных отделах мочевыводящей системы, чаще всего в почках и мочевом пузыре. У мужчин данная патология выявляется в 3 раза чаще. О причинах возникновения, диагностики и современных методах лечения расскажет заведующий отделением урологии областной клинической больницы Чингиз Байменов. Вообще мочекаменная болезнь, или, иначе говоря, почечно-каменная болезнь означает, это образование камней, которые могут локализоваться в самих почках, мочевых путях, мочевого пузыря или уретры. Вообще наш юг Казахстана, именно Туркестанская область, южный регион Казахстана, считается эндемичным районом для мочекаменной болезни. Это говорит о том, что здесь именно большое количество больных, страдающих именно мочекаменной болезнью, особенно население юга Казахстана. Это связано с некоторыми факторами. Для развития мочекаменной болезни нужны 2 фактора. Это внутренние и внешние факторы. Внутренние факторы это могут наследственная предрасположенность, гормональные изменения и так далее. Но основное это является внешний фактор. Так как у нас юг Казахстана является сухим, жарким климатом, моча концентрируется, то есть происходит адгезия, образуются камни. Первое. Потом качество питьевой воды. То есть мы, допустим, у нас южные регионы, они употребляют воду, богатую минералами. А она для урологов у нас считается нехорошей водой. Почему? Потому что в ней составится очень много минералов, которые могут развивать именно мочекаменную болезнь. То есть большое количество кальция, появляется гиперкальциурия, выделяется мочой, образуются кристаллы и потом образуется камень. И с этим заболеванием. И плюс еще сухой жаркий климат, питание, образ жизни и так далее. В нашем отделении, в урологическом отделении, больше 75% больных это больные все с мочекаменной болезнью. То есть они могут быть локализоваться в почках там больших размеров, мы называем их карлоидные камни, одиночные камни, или камни, которые могут обтурировать мочеточник, вызывать почечную колику, сильнейший приступ почечной колики. Или же камни могут образоваться в мочевом пузыре. Это все больные у нас в основном концентрируются здесь. Около 75% больных – это больные с мочекаменной болезнью. Лечение мочекаменной болезни делится на 2 типа. Это консервативно и оперативно. Естественно, когда поступает нам больной в наш стационар, они все нуждаются в оперативном лечении. Допустим, если взять 20-30 лет назад лечение было мочекаменной и оперативно только одно – это открытые методы. То есть проводили разрез кожи, под кожу, скрывали почку, удаляли камни или мочеточник и так далее. Сейчас же у нас резко поменялась уже эта тенденция, и более 95% операций в урологии проводятся закрытым методом, то есть бескровным, малотравматичным, малоинвазивным. То есть это большое преимущество для больного. После таких операций больной в течение первых 2 суток он уже проходим раннюю реабилитацию, в течение уже 5 суток мы больного можем отправить домой. И идет преимущество этих эндоскопических операций. Но они очень сложны для самого врача, от которого требуется это, конечно, его знание, мастерство и опыт. Почему? Потому что, чтобы владеть этими методами, современными методами эндоскопическими, нужно иметь, конечно, какой-то опыт и знания, естественно. Но все это у нас в урологическом отделении проводится. На протяжении последних 2 лет мы внедрили новый метод, это мини-перкутанную нефролитипсию. Раньше проводили, у меня был опыт перкутанной нефролитипсии, но они очень сложные и были некоторые осложнения. Потом мы ввели мини-перк, это считается в мире сейчас самый такой хит. То есть уже весь мир переходит на мини-перк. То есть это и в Америке, Европе, где все проводят мини-перк. Это благодаря, конечно, развитию технологий. Для этого необходимо обязательно то, что мы используем, это лазер, големовый лазер или грин-лазер так называемый, который позволяет дробить камни на мелкие фрагменты. Этот мини-перкутан, в чем преимущество его? То есть при больших карлоидных камнях
Вот да, я говорил, что раньше проводили мы открытые методы, мог быть риск кровотечения во время операции, там, позднее осложнение, развитие грыжи и так далее, и так далее. Сейчас же, благодаря этому маленькому отверстию, мини-перку, мы удаляем большие камни, и больной на следующий день мы его заставляем ходить, и уже на 5-6 сутки мы его выписываем то есть полностью как бы выздоравливаем. Это вот большие камни. То есть если в мочеточниках, вот вы видели сейчас репортаж, это если обтурировать, то также используем гольмовый лазер, эндоскопическое оборудование. Оно очень хрупкое, то есть надо уметь им пользоваться. И также камни мочевого пузыря. Они бывают размеров, вот как говорили, мячик от гольфа. Бильярдный шар. Да, бильярдный шар бывает, да. И бывают и такие камни. Вот. Для этого у нас тоже есть уже механическая литотрипсия. И мы делаем комбинации механические, плюс еще лазерную трипсию. То есть комбинация для этого больного. Тот больной вообще в течение 3 суток мы уже можем выписать его домой. Вообще современная операционная должна, это вообще на сегодняшний день я считаю, что она должна оснащаться современной техникой. Это в первую очередь для безопасности самого больного. Это в первую очередь должна быть безопасность больного. Для этого необходимо, значит, оборудование, современный дыхательный аппарат, наркозно-дыхательный аппарат. И вот сейчас мы в своей практике вот используем литотриптер компании Karl Storz. Это дистанционный литотриптер. Но мы комбинируем его. То есть небольшие камни, если имеется в почках, мочевых путях, мы проводим дистанционную литотрипсию. То есть без наркоза больной укладывается, и мы проводим дистанционную. Также можно проводить это во время дневного стационара. То есть больной получает процедуру, вечером может уходить домой. Это дистанционное. И мы комбинируем ее, то есть используем вот такой рентген-си-дугу, так называемую, стойку, это же эндоскопическая стойка обязательно, и гольмовый лазер. И через этот конкремент, через это небольшое отверстие, операция в зависимости от камня и плотности. Бывает, операция проходит в течение 30 минут, бывает и до 2,5 часов. То есть до полного удаления конкремента. На сегодняшний день у нас очень большой опыт по проведению мини-перков. То есть и по этому поводу мы даже сделали 2 публикации, выступали на конференции в Алмате, на международной конференции, и то, что на Шымкенте проводили конференцию. И планируем еще вот на Европейскую ассоциацию урологов, которая будет в Астане весной этого года, летом этого года, также поделиться своим опытом. То есть мини-перк не в каждом городе Казахстана делается. Не каждый может не то что владеть, этого оборудования могут иметь, это такое оборудование. Ну, естественно, и мастерство самих врачей, иметь персонала. Всегда мы говорим, если больной к нам поступил, мы каким образом удалили конкремент, большая вероятность у него может опять образоваться камень. Это говорит о том, что мочекаменные болезни мы в данный момент операции мы не лечим, мы просто удаляем. Теперь этому больному мы должны назначить лечение, то есть мочекаменной болезни. Для этого мы также внедрили вот в прошлом году такую методику. Это определение биохимического состава камня. То есть мы больному даем конкремент, проводится лабораторное исследование и определяется его биохимический состав камня. То есть уратный, оксалатный, то есть природа камня. И плюс больной сдает мочу, образование уракиназа мочи. Каким препаратом ему более чувствительным, чтобы повторно не образовались камни. И больного мы постоянно обследуем, и больной получает это лечение. То есть главная задача – это метафилактика камнеобразования, повторное образование камней. Если, допустим, больной обратился в поликлинику первичную, и врач выявил мелкие конкременты, то их не обязательно оперировать. То есть есть тактика – это консервативное лечение. То есть вам доктор назначит консервативный метод лечения. Если будет тенденция к росту и неэффективность, тогда уже мы предлагаем тот или иной вид операции. Ну, по статистике, допустим, мужчин и женщин здесь в зависимости от возраста зависит. То есть больше старший возрастной, сразу больше женского типа. Значит, более молодого это мужчины. У детей, как правило, мочекаменная болезнь, она связана с врожденными аномалиями почек. То есть у нормальных детей не должно образоваться камень. Если ребенок родился с какой-то патологией почек, то есть это структура, лохарочный пузырно-мочеточниковый рефлюкс, тогда у больного могут образоваться камни. Это уже тяжелая патология. То есть этому ребенку нужно не только удалить камень, а удалить еще причину камнеобразования.
Вот момент. Если диагноз уже установили мочекаменной болезни, наша обязанность и задача больного обязательно провести беседу и убедить, что на каком-то этапе нужно удалить конкремент. Почему? Потому что если когда мы определили камень, то это есть почти 100%, там будет тенденция только расти этот конкремент. Если он больной, конечно, будет дальше пренебрегать, то он просто завтра потеряет почку и может привести к инвалидности, и что придет к искусственной почке, то есть к гемодиализу. Вот и все. То есть он приводит к инвалидности больного. Иногда даже может привести к смерти. Если больной с большим конкрементом, плюс присоединится инфекция у него, то начинается уже так называемый пионефроз и так далее, то уже может привести к тяжелым последствиям, так называемому уросепсису, который тяжело коррелируется и может привести к смерти больного. Есть консервативное лечение, то есть если, допустим, больной иногда обращается к нам, так называемой почечной коликой. Почечная колика – это сильнейшие боли, когда камень обтурирует мочеточник. То есть эти боли стоят на втором месте после боли язвы желудка, там называем кинжальные боли, есть почечная колика. То есть больной даже мечется, то есть он не может сидеть в положении. Мы проводим исследование, начиная с УЗИ, кончая компьютерной томографией. Если мы определяем конкремент небольших размеров, и мы видим, что есть тенденция к самоотхождению, то успешно больному назначается консервативное лечение, и конкремент отходит сам. По статистике, большие камни до 0,5 сантиметров, они отходят сами. То есть те больные, которые обращаются, 70% больные отмечают самоотхождение. Но для этого нужно правильно их назначить лечение и наблюдать за этим больным. Это есть консервативный метод лечения отхождения конкрементов. Ну а большие камни, само собой, там только одно лечение оперативное, все. Никакого лекарства в мире нет, чтобы растворял этот камень. То, что там лечение только одно, только операция. Жителям, конечно, хочется пожелать, самое главное, любить себя. В чем? То есть это, в первую очередь, мне кажется, образ жизни надо менять. Образ жизни – это диета, активный образ жизни. И всегда обследоваться, начиная у врача общей практики, терапевта, то есть на элементарные анализы сдавать, проводить исследования, ультразвуковое исследование. Это в каждой поликлинике сейчас доступно. Все проводится бесплатно. Проводится на этом этапе. Если чем раньше мы выявим, тем лучше результат, тем меньше последствий для больного. 18 января 59 лет назад американские врачи призвали Конгресс обязать сигаретные компании писать на пачках предупреждения об опасности для здоровья. Табачный дым содержит вещества алкалоиды, никотин и гармин, которые в комбинации являются стимулятором центральной нервной системы, вызывают слабую эйфорию, включают временное снятие усталости, сонливости, вялости, повышение работоспособности и памяти. Однако медицинские исследования указывают на явную связь табакокурения с такими заболеваниями, как рак и эмфизема легких, заболевания сердечной системы, а также других проблем со здоровьем. По данным ВОЗ, за весь 2020 век табакокурение явилось причиной смерти 100 миллионов человек по всему миру. И в 21 веке эта цифра возрастет до миллиарда человек. Постоянное курение сигарет, как и другие способы курения табака, вызывает сильную зависимость и оказывает устойчивое негативное воздействие на здоровье курящего. Страдает также здоровье некурящих людей, которые находятся рядом с курильщиком и часто подвергаются действию табачного дыма. В настоящее время на пачках сигарет многих стран присутствует не только надпись, но и устрашающие картинки, показывающие вредное влияние на здоровье человека, а также содержащие призыв к отказу от курения. Долгие 18 лет 41-летняя жительница Шымкента с супругом мечтали стать родителями. Такая возможность у пары появилась благодаря экстракорпоральному оплодотворению по бесплатной программе «Ансаган Себи». Я обратилась в клинику Тарарака. Я прошла все анализы, поставили меня на учет. Теперь в январе меня записали, в ноябре я пришла, меня записали на учет. В январе сказали подойти, я вот позвонили, пришла, меня с учетом возраста поставили в первую очередь.
ЭКО – это порой единственный шанс стать родителями. Однако на ожидание квоты уходят годы. Некоторые пары не выдерживают испытания временем и разводятся. С 2021 года в стране запустили специальную программу «Ансаган Себи», в рамках которой количество квот по программе ЭКО увеличили до 7 тысяч в год. В этом году Шымкенту выделены 429 квот. На начало 2022 года у нас на диспансерном учете состояло 538 женщин. Но на 2022 год было выделено 413 квот. Но это по сравнению с 2019-2020 годом, это, естественно, можно сказать, в разы увеличились квоты. В 2019 году, если нам выделяли 50 квот, в 2020 году всего лишь 64 квот. В 2021 году было выделено 403, в 2022 году было выделено 413 квот. Все квоты были освоены. По процентному соотношению в 2021 году всего лишь забеременело 37%, а в 2022 году 45%. То есть это говорит о том, что мы получаем очень хорошие результаты ежегодно. Претендовать на ЭКО может как семейная пара, так и та, которая не узаконила свои отношения. В последнем случае обязательно наличие информированного письменного обоюдного согласия. И одинокие женщины с нормальным эндокринным и соматическим статусом в возрасте от 18 до 42 лет. Квоту, значит, женщина должна подойти по месту прикрепления в поликлинику, где она прикреплена. Специалист должен ее внести в электронный регистр диспансерных пациентов. После наблюдения 12 месяцев, после всех обследований, с заключением узкого специалиста, документы пациентки направляются на местную комиссию в управление здравоохранения по высокотехнологическим медицинским услугам. И после решения положительного ответа женщину выставляют на портал бюро госпитализации. Выбор пациента ЭКО-клиники остается за ним. Специалисты не дают гарантии, что процедура ЭКО с первого раза заканчивается успешным зачатием ребенка. Те женщины, у которых не получилось забеременеть, могут повторно встать в очередь. Процедуру за счет государства разрешается пройти 1 раз в год. Новый год начался с распространения нового штамма коронавируса. Подвид самого популярного варианта ковида получил название «Кракен». По своим клиническим симптомам его практически невозможно отличить от других штаммов омикрона. Однако он более заразный. Симптомы классические: повышение температуры, насморк, першение в горле, общая слабость и ломота в теле. Кракен поражает детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. В Казахстане, по данным Минздрава, его пока нет. Однако, как и другие штаммы, он может появиться. Поскольку границы открыты, самолеты летают, люди активно перемещаются и обмениваются вирусами. У нас по республике не выявлены штаммы, которые вы сейчас обозначили, XBB, Цербер и так далее. 100% практически выявленных штаммов, лабораторно подтвержденных, это штамм омикрон. Все вышеперечисленные штаммы – это, в принципе, подвид штамма омикрон, который в какой-то степени за счет белковой оболочки отличается. Но перечисленные штаммы, которые выявляются в ряде европейских стран, в странах Южной и Северной Америки, они отмечаются высокой контагиозностью. Но протекание клинические у больных идет в более легкой степени. Поэтому говорить о том, что будут какие-то осложнения, даже в тех странах, где идет регистрация, такой вот почвы нету у нас. В Шымкенте эпидемиологическая ситуация по коронавирусу стабильная. С начала года зарегистрировано 27 случаев коронавируса. Новые сверхзаразные штаммы Цербер и Кракен не выявлены. Кроме того, люди чаще стали болеть гриппом и респираторными инфекциями. С начала объявления эпидемиологического сезона выявлены 102 лабораторно подтвержденных случаев гриппа и порядка 126 случаев острых респираторных инфекций. Острые респираторные заболевания, куда относятся у нас грипп, гриппоподобные заболевания, та же коронавирусная инфекция, это тоже острое респираторное заболевание. Поэтому сезону характерна регистрация. С чем это связано? Конечно, это стрессовые условия для организма, это переохлаждение,
возможно снижение иммунитета за счет питания. Для защиты от заболеваний специалисты напоминают соблюдать правила гигиены, не переохлаждаться, носить маски в общественных местах и вакцинироваться. В Шымкенте есть вакцины и от гриппа, и от коронавируса. На сегодняшний день у нас в лечебных учреждениях имеется 2 вида вакцины. Первая – это наша отечественная вакцина «Козвак» и вакцина «Верасел». Pfizer пока у нас нету, ожидаем поступления. Действие нашей отечественной вакцины, она не уступает по своей характеристике вакцинам, которые мы получаем за границей. Да? Дело в том, что действие любой вакцины – это выработка иммунного ответа организма. И в принципе, если при введении любой вакцины идет какие-то там местного характера, да, реакции, общего характера, это говорит об ответной реакции организма, то есть идет выработка иммунитета. При появлении первых симптомов схожих инфекций, как грипп, острых респираторных инфекций или коронавируса, следует обратиться к врачу для точной постановки диагноза и получения эффективного лечения. 58-летняя пациентка с диагнозом инфаркт, вызванный тромбозом сосудов, перенесла операцию в Сайрамском районе. Ее провел Фабрис Антонио Джованни, клинический специалист из Италии. Он также ознакомил персонал больницы с недавно поставленным передвижным ангиографическим аппаратом и провел мастер-класс для местных врачей. Мы видели такую аппаратуру в Астане и в областных центрах, но врачам отдаленных населенных пунктов она была недоступна. Такие операции у нас не делали. И вот теперь этот аппарат уже работает в нашем районе. Все уже в Туркестанской области такая аппаратура есть всего в 3 районах. По словам специалистов, именно тромбоз сосудов сердца в большинстве случаев заканчивается летальным исходом. По этой причине этому типу заболевания необходимо уделять особое внимание. В настоящее время многие пациенты госпитализируются с инсультом. При выявлении данного вида заболевания большое значение имеет правильный диагноз. Необходимо точно знать, какие сосуды повреждены, где они проходят, какая глубина поражения. Это нам помогает определить ангиографический аппарат. Как только мы сможем это все определить, мы выбираем метод лечения. В рамках нацпроекта 32 районные больницы будут модернизированы и преобразованы в межрайонные многопрофильные учреждения. В рамках развития региональной медицины планируется оснащение лечебных учреждений ангиографической системой. Сейчас уже в 3 районах Туркестанской области установлена подобная аппаратура. Ею оснащены больницы Сарагаша, Сайрама и Туркестана. На этом программа «Медикон» подошла к концу. С вами была Елена Карпенко. Большое спасибо, что это время вы провели вместе с нами. Берегите себя и будьте здоровы. До новых встреч! Областная клиническая больница Туркестанской области является ведущим медицинским центром региона, оказывающим высокоспециализированную помощь населению области. В отделении нейрохирургии оказывается весь спектр высокоспециализированных операций при заболеваниях центральной и периферической нервной системы, дегенеративных заболеваниях и последствиях травм позвоночника. В ортопедическом отделении проводится оперативное лечение наиболее тяжелых заболеваний костей и суставов современными технологиями, как эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов. Нашими ценностями является служение пациенту, приверженность качеству, командная работа и социальная ответственность.